Погоди-ка. В общем, вот такой Honda Fit в работу у нас поступает после другого автосервиса. То есть мы не знаем пока, что там ребята накрутили, навертели, что тут сломано, что не сломано, вообще ничего не знаем, потому что машина не заводилась уже, то есть я ее завести не могу, диагностику не посмотришь особо, калибровки не пройдешь, поэтому коробку надо будет снимать сначала, делать осмотр. Все, Максим приехал, сейчас мы будем делать вскрытие коробки, снятие, конечно. Это по диагностике я посмотрел, ребята не смогли ее откалибровать. Не прошли они пункты калибровки. В общем, сборку муфты под давлением они сделали. И все на этом. Больше они ничего не сделали. Ну что, понятно. В общем, будем снимать выжимной. Проверять. Пробег машины 149 862 километра. Тачка была сдана в другой автосервис, еще раз повторяю. Ребята не справились со своей работой. Вот. Как бы так, ну, это все правильно, потому что... Ну, просто у них такие... опыта не было 100%, тут нужен опыт, да, тут... прежде чем туда лезть. Да, то есть это надо на опыте. То есть это должен делать специализированный сервис по РКПП, как типа мы занимаемся уже. У нас уже опыта почти, Максимкой 1,5 года, да? Да, нормально у нас опыт. Занимаемся хондами, и все у нас хорошо. Мы сначала опыт себе сделали, а потом туда начали лезть. Да, и то, сколько мы с тобой Да. прошли. И всего. то там, Сколько да, мы с тобой с опытами тебе может прийти такая, что-то приплыть. Здесь может быть все что угодно. Здесь, во-первых, сигнализации, здесь много чего приколов. Или по электронике может быть. Поэтому сюда лезть, свои руки засовывать, если не на опыте, не надо. Да. Ну все, в принципе, делаем тачку. По цене клиента курсанул, что его ждет. Ждать его может быть все что угодно. Вот. Выжимной подшипник, сцепление. Ну и дальше будем смотреть, что, да? Ну, желаем, конечно, к хорошему. Но... Ну, постараемся сделать по минималке, да, как сможем. А там видно будет. Да. Марк говорит, тачка вообще никогда не обслуживалась. Ну, могли бы хотя бы вот это вот поменять. Разбирались. Что тут менять? Ну, смутная, да? Мутная, не мененная. Ну, старая. Старая, но ну, не обслуживалась машина. А у меня на обслуживание вот такой Fit Shuttle. Ну, не Fit Shuttle, а Shuttle. Меняю масло в роботе, в двигателе. Будем проходить все калибровки заново. В общем, такая машина. Коса. Но Вот что-то там по-любому сломали. Вот видишь этот с этими, блядь, как он? стяжками Стяжками, болты какие-то другие. Он вообще не на месте стоит, он вообще там внутри должен быть. Здесь коса, смотри, он вся перевернута. пизда. Без болтов, без нихуя вообще, без ничего. Ну, они собрали так, надо отъебись просто. Лишь бы собрать быстро и отъебаться от него. В общем, так так нельзя делать. вот. Вроде там защелкнули все, здесь тоже все защелкнули. Ничего, и вот это тут ничего вроде не сломали, да? Ну, здесь вот сверху крышки нету. должна быть. Но они не знали, как ее вообще отключать нахуй. Наверное. Ковыряли, походу, ее. Вот здесь расковыряли, смотри, вот это вот. Сейчас вот тут кручу, там Но. нету ничего, потому что Но. хомуты поставили. М. Чтоб она не... Ребята, нахер вы лезете, если вы не знаете? Вон, смотри. Она не Ну, держится. она же Там на- защелки А, нет. ну, вот. Там защелки нет. Они ее на место не поставили. М. Ну, ясно, в общем. Это Ну только что, начало, ну это ведь. только начало. Дальше главное в механизме, чтобы там что было, посмотрим. Ну все, будем фиксировать все. Что у нас там натворили. Если что, зови. Я ковыряю шаттла. Ну. Что, достали мы коробку. Маховик вроде целый, все нормально. Здесь все в масле. Первичный вал, наверное, бежит там. Подшипник как будто бы подубитый. Ну там что-то. Что-то есть там. Проблема какая-то есть. Будем снимать, сейчас дальше будем смотреть. Так,
Смотрим сцепление. Сцепление хорошее прям. Диски очень толстые. Подшипник Макс вот разбирает. Один подшипник вроде бы как хороший. Вот этот целый. Просто он сухой уже стал, да? Сухой, ага, вообще сухой. Ну, этот тоже гуталин, да? Здесь гуталин, ага. Грязь. Гудрон. Гудрон, гуталин. Ну, а так в целом-то Ну, он-то... Люфта даже нету, прикинь. Вообще. Нормальный подшипник. Сейчас мы ему жизнь дадим. Вообще какой. Пластину вот только почему-то сожрала. Вот эту вот. Да потому что... То есть она то ли зажала ее, то ли что ли, она гуляла ли? Почему ее так? Да, она гуляла. Почему она гуляла? Или ее неправильно поставили вообще? А, нет, правильно стоит она. Так его не разбирали, подшипник ставили. Нормальный, в принципе, подшипник. Пластину поменяем, ничего страшного, да? Ну, Раскрутить болты надо аккуратно только, да? постараться надо, но... Ну. Ну, ничего. Так, короче, смотри, у тебя вот здесь вот задиры есть. Это, видать, пластина от подшипника. Жрала уже, ага. Жрала его, да. А тут у тебя моросит не вот этот сальник, но он тоже моросил. А там еще сальник есть, малышок мы его называем. Он вот, короче, вот здесь вот в первичном валу, с него гнало масло. Вот его, этот сальник надо найти, купить. Не знаю, в Якутске мы найдем или нет, у нас их в наличии нету вообще. Надо его искать. Если не получится, придется его заказывать с Хабаровска или откуда, я не знаю. Вот. В Хабаровске есть эти сальники, можно будет с какой-то экспресс-доставкой сделать. Дала что-то нах. Именно в холостой ход, да? Да. Ну я тебе говорю, это походу малышок бежал. Короче, сальник вот этот мы ему новый поставили. Но у нас подозрение на то, что вот этот вот сальник еще бежит, малышок. Мы, грубо говоря, мы его называем. Он находится между валами, вот здесь. Вот такой сальник мы найти пока. У нас его в наличии нету. Сейчас будем искать. Ну а так, в принципе, там под маховиком тоже сальник поменяли. Свежий сделали. Ну и все. Сейчас Макс разберет его. Поменяем пластину. Перемоет весь подшипник. Пересмажет. Вот, кстати, сейчас пластину-то отсюда достанешь. Угу. И здесь мы хорошо смазать сможем. И с той стороны, и с этой. И будет, ну, смажем, пока не собрал муфту всю. А потом соберем. Ну, сейчас я это откручу, да потом его помою. Да, но вот открутить надо будет, проблема, блин. Ну да. Забрали твой подшипник. Состояние у него нормальное. Сейчас все это дело. Пластина у него только вот эта вот. Вот она загнутая. Расхуярил. Это он Да. там-то тоже... Покажи там мясо. Мясо. Ну я ему показывал. Показывал, да? Да. Вот. Вот здесь эта пластина нашоркала, короче, сильно. Сейчас эту пластину мы менять будем у этого подшипника. Вот такую вот пластину. Разобрали, сняли, все проверим. Вот. Сам подшипник холостого хода вроде в нормальном состоянии. Ну, сейчас Макс еще сепараторы проверит. Треснутый, не треснутый. Перемоем его весь и там покажем. Вот этот сальник Максимка уже поменял. Вот. Этот сальник уже свежий. Сейчас вот этот будем сальник ставить. Ну и малышок надо искать. Пыльник. Вот, видишь? Вот у него вот кусками. Вот здесь сожрало. Вот здесь вот полностью вот тут сожрало. Вот он такой. Ну, тоже. пыльник сединый, ага. Вот и что. Ну сепаратор что, целый? Вроде. Целый, ага. Вот ему вообще повезло, ёпти. Да вообще жестко. Все вообще пиздец такое, нахуй. Вот такое бывает. Да. Мог бы запросто перегреться от этой пластины или еще Ну, что-нибудь. вообще пиздец. Или размололо бы его, да? Да, еще маленько бы еще поездил бы там. Перемололо бы его и все. Ну. Ну, пока нормально. Спасем, наверное, думаю. Подшипник нормально все будет. Нормально с ним будет.
чистый уже, да? Ну, почти. Сколько дерьма повымывалось. Че? Вообще, Люфта нет? Вообще люфта нет. Люфта Охуеть, нет, да? из-за чего, блядь? Должен хоть немножко быть. Ну там чуть-чуть он может это. Его может. Ну хотя. Да, в ну, хорошем может, состоянии. Он на месте нахуй уже. Хотя Чё? на месте, блядь. Вроде на месте. Что на месте? Вот тут. Поедено? Не Ну, я сместился? имею в виду этот подшипник, может он же чуть-чуть. Не сместился? Да вроде бы нет. Ну, вроде на месте же. Да. Вон только грязи сколько. Какие-то ошмотки Там какие-то шмотки, ага, какие-то. летят. Маска там вообще другая. М. Все, Макс, помыл подшипник, как новый, да? Ну-ка. Да. Подвинул его туда-сюда. Хрена он как раскручивается. Да, ну Чётко, да? Я так всегда По проверяю. инерции прям работает, да? Да. Хуевато что-то вижу все. К фонарику привык уже, да? В общем, Грязи там вообще нету. подшипник, в принципе, люфтов нету, все нормально. Но он чуть-чуть будет шумноватый, потому что у него, видать, перекатка шаров уже такая. Да. Он чуть-чуть подшумливает. Но, в принципе, он будет ходить. Он сейчас смазанный. Будет нормальный. Еще побегает. Не вижу смысла менять его, в принципе, пока. Да. Вот Макс набивает смазочкой. Все помыл, перемыл, да? Стакан. Собрал. Совсем другое дело. Косу по месту поставил. Здесь все по заводу поставил. Здесь тоже все фишки подключил. Все нормально. Жидкость залил свежую. Все собрали. Привода обслужили. Коробки поменяю, масло. Коробки масла сейчас зальем. Дроссель чистится уже. Свежая будет дроссельная заслонка. Ну чё, сегодня мы его заведем, посмотрим. Тут эту штуку подогнул вот так вот. Все, Мгм. никуда не денется. Все, да, четко. Красота. Совсем другое дело. Нельзя было так сделать. Для кого-то трудно, что ли, да? Никто не хотел делать. Что Просто. сложного-то здесь, я Не по знаю. сути. Не знаю. Просто надо руки, не жопы, чтобы были, все. Ну да. Но это очень сложно на самом деле. Они, сука, все через жопу растут нахуй. Что, масло грязное было? Да нет. Не так уж и грязно. Красненькое еще, да? Грязное, просто красное. Еще пока что. Все, собрали почти что фита. Все по-человечески собрали, как должно быть. Сейчас аккумулятор соединяем. Но резина шипованная на нем еще. Горгант. Но будем калибровки проходить, заводить, смотреть, как работает. Потом эндоскоп засунем, посмотрим, бежит ли у нас масло, да? Ну если будет ссать, то оно сразу будет, да, давить? Да, там понятно будет. Защиту не буду ставить. Блять, что за хуйня? Они какие-то клепки ебаные, мне только время убивают.
Так-то фитеныш нормальный, да? Ну. Нормальный такой фиток. Чук-чук. Ничего, поедет, никуда не денется. Места у фита много сзади, мне нравится. Дверь вот эта огромная, задняя. Также у фита красивые стопаки сзади, мне вот это очень нравится тоже. Это какой год, братан? 14-й? Дори Стайл. Мне Дори Стайл и нравится. Смотрится прикольно. У тебя фары другие, да? Тоже линзованная такая? Нет. А? Ну, у меня обычно. Обычная? У меня обычно. А это, смотри, линзованная. Спойлер сзади есть у него. Но у него без адаптивного, без ничего. Обычная. Ну, лучше. Конечно, лучше. Покручено. Чем эти навороты нахер никому не нужны, да? Ну, я что-то не подумал об этом. Ты тогда и не знал об этом. Не, почему? Я знал. Не, а геморрой это не знал. Я просто не знал. О проблемах-то ты не знал. До этого уже говорили, что дохуя электроники, там, блядь, что-то сломается, потом искать, там, что проблем дохуя, короче. Ну, Ладно, что взял, да взял. ну, у меня ничего не случилось, это я сам сделал. Ну да. Радар-то сбил. Ну, Ну. Сейчас я кубик втыкаю и заводимся. Итак, пошло у нас калибровки. 149 тысяч, 862 тысячи, 862 километра у нас пробег этой машины. То есть 149 тысяч. И мы сделали обслуживание выжимного. Еще раз говорю, что приехала у нас после другого сервиса. Ребята не смогли ее откалибровать и поставить сцепление. Вот. Сейчас идет у нас. Ну что-то как-то слабенько качает, да? нормально. Нормально? Ну, Аккумулятор как будто подслабенький. ну, вроде зарядил. Ну, ничего не течет пока. Нормально. Пока, блядь. Ты чё нахуй, не пока, блядь, вообще ничего не будет. Это на пакет одену. Пакет будешь капать. Выходит калибровки. Посмотрим, что будет дальше. Может, старая еще, может, корзин, Ну что, от винта завелась. Так, проходим последний этап калибровки. Ну, как последний, предпоследний. Будем скоро еще и это. В динамике калибровать. В общем, холостой ход у него целый, у этого автомобиля. Все нормально. Сепаратор целый. Но перекат шаров очень сильно был большой. Но я считаю, что этот подшипник походит. Да, он будет шумновастый, но он будет ходить. Какое-то время он нормально еще может отбегать. Тем более мы его подсмазали. Вот. Но если бы он менял бы его, ну, конечно, по цене было бы дороже. Ну, в принципе, стоит оригинал. Да, будет шумноватый, ничего страшного, к этому привыкнуть можно. Захочет поменять, поменяем. Как бы так, проблем нет. В общем, вот такой фитенок. А так, калибруется, все хорошо. Главное, чтобы у нас сальник не бежал. Сейчас мы его проверим. Но машина уже заводная, заводится, едет уже хорошо. Ну все, тачку мы запустили, все нормально, работает. Сейчас на адаптации стоит у нас дроссельная заслонка. Вот, все работает нормально, в общем-то. Сейчас мы ее еще в динамике откалибруем.
будем отдавать клиенту. Вот. А на камеру поснимаешь. Ну чё, будем испытывать ваш данный аппарат. Прокатимся. Ну, в салоне не слышно. Но нормально так. На улице только. Да не сильно так-то по сути. Ну так-то газу даешь, а она как торпеда. Как турбинка. Турбинка. Ну, не сильно это. Нормально. Нормально пойдет. Хоть Поездить может. конечно. Что теперь его списывать, что ли, этот холостой подшипник? Ну, да. Пусть бегает до конца. Так. Если есть возможность, можно и поездить. Был бы сепаратор сломанный, сразу бы поменяли его. Ну. Вот из-за того, что сепарат, ну, да, то, что перегревший тоже, конечно, надо. Ладно, что, будем испытывать. Так, первое. Едет она, даже с низов неплохо. Первая скорость. Пока что. Большие ездят. Нормально все-таки. Не, нормально идет. Ну, вторая скорость. Просто кочки здесь. Ну. Так, Ходовка вроде не брякает. Тоже нормально все. первая скорость. Вторая. Без проблем переключилась. Даже не слышно было. Вторая прошла. Третья пошла. Четвертая. Спокойно идет. Без всяких пинков, рывков. Нормально все. Четвертая скорость. Пока четвертая. Пятая. Долго думал. Вроде. Я только тут шипы слышу. Больше ничего. Шипы тоже, Да, да. вообще как будто колеса выкинуть надо. Вообще. Тут больше того, да? Шипы. Шумные. Но. А так-то вообще ничего вроде идет. Тянет куда-нибудь? Сильно. Не сильно. Что-нибудь сильно тянет, да? Жара такая еще в тачке. Вообще жарит. Так, ну все. Сейчас поедем. Смотри, Я сам температуру выстави. Да, сам знаю. Я быстро сделаю. Да, я сам знаю. Вот она. Вот Отлично. 63,69. Сейчас прокатимся и посмотрим. Что, едем, испытываем фита. Температура четная, нечетная, нормально. 63 обе. Ну, 1,69. Нечетный 69, четный 66. Догадалась, бросилась походу, что ли? Или нет?
не превышает. Нормально. 72-66, да, нормально, ну. Там до 100 может нагреваться. Все, сейчас эндоскоп заглянем. Есть там какая-то, нет, течь сальников. Вроде бы ничего не бежит, ничего не капает, все хорошо. Ну и будем мониторить ее машину эту через недельку. Заедет еще сальники, посмотрим. Моросят, не моросят. Да ничего у него не моросит, все Я будет думаю, нормально. все будет нормально, да. Все на этом. Вот так вот мы сделали фита вот такого. В общем, ребята, хочу сказать про предысторию этого автомобиля. Что вообще было. Как вообще получилось так, что машина у нас в сервисе оказалась. В общем, клиент у нас позвонил, получается, на той неделе. И звонит мне, говорит, типа, вот так и так. У вас, говорит, типа, вы можете сальник поменять на коробке. Ну или там с двигателя, он не знал, откуда бежит. Масло, говорит, у меня бежит с коробки прям. Вот. В общем, я говорю, ну конечно, можем поменять, все такое. Вот цена такая-то, у нас такая-то. Но говорю, у нас туда входит не только замена сальника будет. Но мы с ним, раз уж мы снимаем твою коробку передач, то мы сразу, получается, можем обслужить твоего робота. Вот. Пробег у тебя такой подходящий, больше 100 тысяч километров, поэтому по-любому надо его обслужить. Раз снимаешь, делай вот так, и цена будет вот такая-такая. По итогу мы поменяем тебе масла, поменяем жидкость в сцеплении, поменяем то, поменяем вот это вот. В общем, сделаем все калибровки, дроссель почистим, и машинка будет опять бегать. Поменяем сальник коренного и сальник этого на двигателе, короче, коренного и на РКПП первичного вала. Так что вот такие вот дела. Вот. Ну, он говорит, хорошо, я подумаю. Ну и, видать, цена не устроила. И он решил искать другой автосервис. Нашел СТОшку в городе Якутске. Не буду говорить, называть ее, чтобы не дискредитировать кого-то. Может быть, пацаны, в принципе, как бы виноваты только в том, что они взяли эту машину в работу, не зная этот автомобиль. Ну, как бы они подумали, что эта машина такая же, как и все. Ну и, в принципе, как бы взялись за нее, да. Не буду их осуждать никак вообще. Ну, что есть, что есть. Сами увидите все на видео. Вот. В общем-то, ну и, в общем, через через день, получается, после этого мне клиент звонит и говорит, так и так, говорит, тут ребята что-то ковыряются, вы вот мне говорили, что надо, типа, вот вам сдавать. Надо было, наверное, все-таки, типа, вам сдавать. Ребята что-то копаются и не могут никак эту машину починить, ну, то есть запустить ее. Вот. Я говорю, так и так, дружище, там нюансов может быть много. Всех секретов мы тоже рассказывать не будем. Как бы, если хотите, привозите машину. Пускай они собирают тебе все назад до Болтика. Мы как бы на эвакуатор ее грузите, привозите сюда, и мы вам ее сделаем. Вот. Ну, соответственно, что они там уже нагородят, мы уже не знаем. Поэтому будет видеофиксация полная. И будем все показывать, дабы себя потом не подвести. Потому что вот, считай, фишки попереломали. Много чего тут натворили, как бы не так поставили. Но дабы, чтобы эти все проблемы потом на наши плечи не свалились, мы делаем видеофиксацию. Вот. Ну и в принципе, как бы он как бы говорит, да, хорошо, привезем машину, ну и как бы делайте. Что у нас вот как бы и получилось. Машина приехала на эвакуаторе. Вот. Ну и что, будем ковырять ее как-то так. И покажем все, что там надо делать. В общем, вот такие вот делишки. Ну, по итогу, в общем-то, бежал у нее сальник коренного, походу, бежал. Мы давай тут думать уже на малышок, который вот сальник между валами находится. Но по итогу мы тачку, когда завели с Максимом, посмотрели все эндоскопом.
после калибровок даже прокатились на ней, и ни капли масла мы не увидели. В общем, это был не малышок, это, скорее всего, убежал с первичного вала коробки передач. Но он как бы был замасленный, все было в масле, и непонятно было откуда. В малышок тоже закидало масло. В общем, вот такие вот дела. В общем, мы рискнули. Максим говорит, где мы сейчас возьмем этот сальник. Вот. Машина у нас надолго прилипнет. Заказали, конечно, мы эти сальники с Хабаровска, но когда они придут у нас в Якутию, это долго. В общем, мы собрали автомобиль на свой страх и риск. Сказали клиенту, что если что не так, если все-таки сальник-малышок побежит, то мы работу тебе переделаем. Вот. Если все нормально, то нормально. В общем-то, вот такой вот итог. Не стали прибазаривать его на замену холостого хода, потому что не видим в этом смысла. В принципе, холостой ход ходит. Да, у него будет немножечко шум, но на деньги мы его раскручивать не стали, потому что это плюс еще 15 тысяч рублей у нас это стоит. Вот, поставить холостой ход. И, в общем-то, не стали. Я думаю, он походит, все будет нормально. Машинку сдаем завтра. Ну и через недельку она приедет к нам просто на мониторинг, мы ее проверим. Бежит ли этот сальник еще разок, на всякий случай. Хотя я уже вижу, что он не бежит. Ну и всем добра. Обращайтесь только в нужный сервис, я так считаю. Даже если там дешевле, это не значит, что вам машину отремонтируют. Ставьте лайк. И восстали машины из пепла ядерного огня. И пошла война на уничтожение человечества, и шла она десятилетия. Но последнее сражение состоится не в будущем. Оно состоится здесь, в наше время, сегодня ночью. Арнольд Шварценеггер, киборг-убийца.